белка переплывает. Давайте поможем белке переплыть. Иначе она утонет. Друзья, всем привет! На календаре у нас 5 августа уже. Был небольшой перерыв по съемкам, но на это были причины. У нас был сенокос. Наконец-то у нас чумор. Сено заготовили. Все. Теперь можно заниматься нашими хозяйскими делами. Вчера, допустим, мы уже собрали вот малину. На этом участке вот собрали малину. Здесь на участке на берегу собрали. Весь день у нас ушел на это. Вечерком все это почистили, сварили варенье. В общем, делаем запасы на зиму. Картошечка у нас цветет. Недельки через 3 можно будет уже собирать, потому что у нас вот уже ботва начала желтеть местами, чернеть. Через пару недель эта ботва ляжет. Да и бог с ним, ляжет, да и ляжет. Удобнее будет собирать. А так она вся в цвету. Вот, 3 разных сорта, 3 разных цветения. Куда мы сегодня собрались? В общем, доброе раннее утро. Проснулся, смотрю, полный штиль. Все листочки на деревьях неподвижны, как памятники. Это значит, на реке полный штиль и нет волны. В общем, я решил прокатиться по реке, посмотреть налима. Давно мы не ели налима. В общем, попробую найти налима и добыть его. Вот, мои друзья, на берегу. Как мы видим, вода продолжает падать. Падает, ну, не так, чтобы быстро, но уже почти межень. Бывали уровни пониже. Бывало, вот здесь вот скоро появится каменная гряда. И как бы здесь получится типа озера. Так что лодки придется переставлять там чуть повыше. Взял с собой все самое необходимое, ничего лишнего. Это вот 5 литров бензина. Едем на гибриде лифановском. Чего-чего. Он медленный, громкий, но все-таки экономный. Наш мотор Сузуки опять на ремонте. Было с ремонта, уже я его взял. Капремонт двигателя сделал, но шумы не исчезли. Отвез, в общем, опять в Ухту. И там уже сейчас ремонтируют редуктор. Как оказалось, опять же, износ шестеренок, сломан один зуб шестерни вертикального вала. В общем, ремонтируют, ждут запчасти. Как будет готово, съезжу в Ухту, привезу. И все-таки, я думаю, этот долгострой будет работать у нас. Денег сожрало, конечно, Сузуки уже немало. Теперь я уже думаю, лучше, может быть, было купить китайский мотор какой-то подешевле, чем ремонтировать эту Сузуки. Ничего в нем такого нету. Ломается все так же. Ну и взял, конечно, с собой на всякий случай спиннинг. Если где-то обнаружим стайку окуней или еще чего-нибудь интересное, попробуем покидать. Может быть, в такую же навряд ли, но а вдруг, чем черт не шутит, может быть, белому что-нибудь накидаем. Погнали.
прошло лет 25-30 назад, здесь не было еще ни одного кустика. Печора была как на ладони, здесь на этом месте был пляж. Все изменилось, вместо пляжа вырос лес. И Печора здесь, это русло стало очень широким. Раньше его можно было перейти в маленьких сапогах. Печора была очень узкой на этом участке. Основной фарватер был там, до острова. А теперь здесь получается больше, чем основной фарватер. Берег обрушился. И здесь стало намного шире, чем основной фарватер. А мы приезжаем к перекату. Здесь очень мелко. Речку до острова можно просто перейти вброд. И попробуем проехать этот участок, не задевая дна. Поднимается ветерок, что не очень хорошо, но надо было выезжать просто пораньше немного. Ничего страшного. Поехали. Вот он перекат. Здесь очень и очень мелко. Все дно просматривается. Метр воды, не больше. Вот, прыгают мелкий хариус. Сейчас как-то попробуем штурмануть их. Вот так вот наискосок. Вся цветет. Не получится, наверное, не задевая у нас. Не получится, по-любому не получится. Я не знаю, где здесь народ ездит, но здесь вон очень и очень мелко, так что будем толкаться. Вон до глубины. Зимой еще здесь течение есть, глубина немного, здесь вот рыбачили мы зимой. Вот там устье речки. А летом вон все так вот мелеет, вода вся цветет. Мелко-мелко, очень мелко. Не знаю, где здесь ездят, но река мелела вот до такой у нас степени. Сейчас попробуем как-нибудь пробиться до глубины и поедем дальше. Сейчас, друзья, поднялся ветерок, появилась рябь, но в принципе видимость стала, конечно, хуже, но местами еще видно, дно просматривается. В общем, плывем потихоньку вверх по течению, где видимости нет, прибавляем газу, где что-то видно, добавляем газ и смотрим внимательно. В общем, наша задача подняться вверх по течению, а потом потихоньку сплавиться. Вот здесь ряби поменьше. Вот здесь посмотрим. Вон, как мы видим, все просматривается. Если нахожу что-то интересное, у меня уже готов вот буек. Закидываю буек и дальше будем думать, что делать. Как-то вот так. Как-то вот так примерно все выглядит. Пока загораем, принимаем солнечные ванны и наслаждаемся нашей северной летней природой. Итак, друзья, поднялся ветер. На реке появилась рябь. В общем, нифига не видно. Ни налимов, ничего.
полностью рябь. Пробовал немного проплыть, ничего не получается. В общем, проплываю вот такие замечательные места. Камыш. В общем, покидаем спиннинг, посмотрим. Может, что и клюнет. Поехали. Так, первый заброс. Посмотрим. Если рыба ловится, она сразу покажет. Если нет, то нет. Кидаем силиконовый виброхвост. Оп, есть поклевка, есть поклевка. Есть поклевка. Это кто у нас? Это у нас окунь. Вот так вот, друзья. Первый заброс и сразу вот такой красавец окунь. Так что не нужен нам налим, не нужно нам никакое железо. Будем ловить окуня. Надеюсь, это была не случайность. Сразу же первая поклевка и сразу же удар. С утра обычно клюет, днем поклевки прекращаются. Посмотрим. Место хорошее, в принципе, с местом я угадал. Надеюсь. Надеюсь, он здесь не один. Но второй заброс пустой. Хороший окунярик. Здесь мы в этом году впервые на этом месте. Здесь мы еще не рыбачили. Все, хочу зимой приехать сюда, но почему-то все никак не получается. Так, тем временем ветерок поднял. Вот, остановись. Ну вот, первый заброс, первая поклевка. Оп, вот еще поклевка. Еще поклевка здесь была. За резинку кто-то дернул. Бывает и такое, что с первого заброса поклевка, поймаешь, а потом тишина. Такое тоже бывает. Оп, есть. Есть. Блин, хватает за резину. Что-то дергает. Ну что это? Окунь? Кто же еще может быть? Так, все. Остановились. И это здорово. Так, ну что, первая поклевка обнадежила. И дальше тишина. Забросов 10-15 я уже сделал. Было еще пару подергиваний. И все. Вижу, здесь вот под лодкой плавают просто здоровенные вот такие вот ерши. Просто здоровые ерши. В тенечек под лодку вот встали. Вон они, сантиметров по 15, наверное. Не знаю, вы, наверное, не видите, потому что здесь глубина приличная. Но я вот вижу здесь штук 15, наверное, ершей. И зимой можно будет, если получится, приехать попробовать. Здесь вот вдоль травы глубина есть. Попробовать. Если не зашугует, я так думаю, что-нибудь да должно ловиться. Течения здесь практически нету. Все основное течение вот там. Попробуем. Надо искать новые места. Что-то прошлый год тоже с местом толком не угадали. Ездили далеко, а смысла никакого. Но на Лима рыбалки толком не получилось. Да и так что-то с рыбалкой на Печоре было не весело. Ой, друзья, полосатик. И мы, наверное, подъедем к берегу. Потому что здесь место поглубже. Я так думаю, здесь окунь есть.
Немножко, конечно, пошумели, но ничего страшного. Вот они здесь окуня, вот они. Прямо под лодкой. И неплохие, 2 окуня подходили. В общем, я так думаю, сейчас мы что-то половим, наверное. Окунь есть, а будет ли он брать, сейчас будет видно. Если там на мелкоте были мелкие окунь, то, блин, трава, то здесь нормальный размер. Вот они, вот они. Вот они прямо здесь, но что-то игнорируют мою резину. Подходят и уходят. Вижу возле берега огромное количество мелких ершей. Чуть глубже здесь за лодкой. Вперемешку мальки. И покрупнее там что-то, или то ли мелкий подъязок, то ли плотвички мелкие, вот не пойму. Опа, вот он подходил окунь, дернул за резинку, за конец резины и свинтил. Я не знаю, видно, не видно было сквозь воду. Такой средний окушок. Один почему-то, один. Получается, нет стайного окуня. Получается, одиночки. Ага, все с вами ясно. Значит, надо сплавляться дальше в поисках стайного окуня. Как-то с Ромкой тоже выехали на налима, но тот раз хоть одного налимчика мы взяли. И также поднялся ветер, даже сильнее еще, чем сейчас. И в итоге мы покидали спиннинг, поймали там что-то хариуса, помню, одного Рома поймал. Пару окуней, наверное, или щучку, даже не помню. Но есть ролик «Охота за налимом». Сегодня получается также, все повторяется. Просто надо немного пораньше выезжать. Опа, о, щука, видали, да? Видали? Вот такая вот щука была. Где-то грамм на 800, наверное, под килограмм. Вышла с травы, атаковала, зацепилась, получается, за резину и сразу отпустила и ушла в траву. Сейчас попробуем вертушечку. Щука. Нормально. Так, ну-ка, что ты скажешь на вертушку? Воблера я сегодня с собой не взял. Вообще сегодня не взял свой чемодан. Там в пакете пару блесен есть, наверное. Да не пару. Что-нибудь да есть. Сейчас попробуем покидать, поменять снасти. Может быть, поведется на что-нибудь. По крайней мере, на резинку она уже выходила. Показала себя, что она есть. И это здорово. Неплохо было бы пару щучек поймать. Да хотя бы одну. Чисто получить удовольствие. Так шустро вылетела, хапнула. И также шустро зашла. Третий окушок не крупный, но смотрите, на что я его поймал. Вот такая вот самодельная приманка. Эту приманку мне отправлял мой друг Сергей Башко с Донбасса. 4-й. В общем, я понял, стоять нечего. Пока сплавляемся, есть поклевки. Только ветром выносит почему-то на середину. Очень быстро сплавляемся. Вот так вот вдоль берега сплавиться было бы здорово. Стоим на берегу, поклевок нет. Сейчас подъеду ближе к берегу, попробуем ближе к берегу сплавиться потише.
Как-то вот так. Место вот обалденное просто. Глубина метра где-то, наверное, местами 1,5. И тут сразу камыш. Камыш тоже в воде. О, вот поклевка была. Была поклевочка, несмотря на то, что я только что проехал на моторке. Получается, лодки она не боится. Просто нет активного клёва, как бывает иногда. Редкие поклевки. Вон сколько малька здесь возле берега. И чем глубже, тем мальки покрупнее. Ну ничего, рыбки коту мы поймали, позагорали. Жду, когда ветер стихнет, но он навряд ли стихнет. Если уже начал дуть, значит будет дуть целый день. Стихнет, наверное, только к вечеру. В общем, надо выходить с утра пораньше. Так, в общем, возле берега сплавляться не получается. Постоянно ветром выносит на середину. Приходится постоянно толкаться, но поклевки есть. Вон, как мы видим, окунь не крупный. Самый первый был самый крупный, но вот такой вот. Уже где-то окуня 3, наверное, вытащил. И постоянно вот так вот приходит толкаться к берегу. Мотор уже не завожу. Глубина сразу, вот как мы видим, даже не метр, а метра 2-3. В общем, место просто обалденное. Рыбы здесь должно быть много. Надо только придумать, как ее ловить. Вот. Подошел впритык к камышу. И сейчас сразу же ветром вынесет на середину буквально. Успею сделать только 2-3 заброса и все. Не знаю, здесь... Ну, вода сейчас мелкая. Если бы осенью, допустим, можно было бы поставить закидушки, донки на налима. Но осенью обычно вода прибывает, и вот этот камыш весь будет под водой. И как бы будет... Ну, не пойдет с берега рыбалка. Можно попробовать, если вода будет маленькая и немного остынет, когда налим будет активнее, темными ночами. Попробовать, а что, чем черт не шутит, а вдруг? Вон. Камыш и резкая глубина сразу идет. И там вот печора у нас узкая, там получается мель, камушки, песочек. И получается сама печора на данный момент метров 150 шириной. Рыба здесь должна быть, просто обязана. Место обалденное, просто надо найти время клёва. И как-нибудь, если будет время, мы обязательно сюда приедем на рыбалочку. Оп, была поклевка. В принципе, и сейчас это рыбалка, но так, непланомерная, скажем. Планы у нас были немножко другие. Но ветер вел свои коррективы. Ничего страшного. Сейчас бесполезно смотреть что-то вон рябь на реке. Вообще ничего не видно. Белка переплывает. Давайте поможем белке переплыть. Иначе она утонет. Опа, устала уже. Устала, бедолага.
Вот она уже почти тонет. Нахлебалась воды. Бедняжка. Бедняжечка. Сейчас пойдем на берег. Спряталась вот от меня. Я не знаю, почему они это делают, но я уже, не знаю, несколько раз видел переплывающих белок. Вернее, живую я вижу впервые. А так очень много. Или чайки долбят их, или они сами, вот как эта белка, устают и тонут. И потом или их уносит течением, или долбят чайки. Этому бельчонку повезло, я издалека заметил. Она с правого берега переплывала на левый. Так что давайте же поможем этой белке. Отвезем ее благополучно на левый берег. Ну, не зря хоть съездили сегодня. Доброе дело сделали. Вот зачем они вот такую широкую речку переплывают с берега на берег? Неужели им не страшно? И зачем вот это вообще миграция, я не понимаю. Ну что, где ты там? Куда ты уже ушуршала? А, вон туда она пошла. Ой, бедная, бедная. Вон как его колбасит, вон. Несмотря на теплую воду, у нее походу переохлаждение. Вон ее как колбасит. Ну что, пойдем, дорогуша, в родную стихию. Заходи. Заходи. Еще и не хочет. Блин, я тебя боюсь тоже. Ты можешь ведь укусить. Ну, бедолага. Плохо ей. Возможно, она наглоталась воды, и у нее уже... Он кашляет. Да, бедняжка, не рассчитала ты сил. Все, иди. Все, ты на берегу. Да. Ну не знаю, подруга, как ты выживешь, не выживешь. Давай тебя хоть до лесу отнесем. Иди. Иначе здесь тебя быстро чайки, вороны склюют. В тенечек здесь кустики отнесем. А тут до леса уже рукой подать. Отдышится нормально. Придет в себя и побежит. Вот. Дальше не пойду. А здесь тебя, дорогая моя, никто не найдет. Все. Спряталась.
Вся дрожит. Но по-любому она отойдет, придет в себя. Здесь ей уже ничего не угрожает. Как-то вот так, друзья. Сделали одно доброе дело. Значит, уже не зря мы сегодня выехали ранним утром на печору. Пусть мы не нашли налима. Металл не знаю, найдем или нет. Поищем еще. Если ветер стихнет, по-любому что-нибудь да найдем. Но поймали окушков на жерешку и спасли жизнь пушному зверьку. Все, что не делается, ай, все к лучшему. Поплыли дальше. Ну, раз приехали уже в такое хорошее место, сейчас пару раз спиннинг закину. Может быть, что-нибудь доклюнет. Не хочет. Ну что, утро прошло, наступил день. Печет солнце, в жара. Обычно днем поклевки полностью прекращаются. Так что ничего удивительного, что нет поклевок. Ближе к вечеру, может быть, и что-то будет. Но мы до вечера точно... Оп, оп, была поклевка. Была поклевочка. Было вот такое. До вечера мы точно не будем. Дома ждут дела. Это так, просто утренняя прогулка была. Пока супруга спит. Я тут принимаю солнечные ванны. Балдею, наслаждаюсь последними летними деньками. Скоро, очень скоро это все исчезнет. Пойдут дожди, наступят холода. И вот так вот уже не разденешься, не позагораешь. Так что берем от нашего короткого северного лета все, что можно. Все солнце, все тепло. Чтоб потом оно всю зиму грело нас. Да-да, друзья. Это не другой день. Продолжается тот же день, 5 августа. На реке интересного больше ничего не было. Пытался найти налима, но поднялся ветер, поднялась рябь. Пытался половить окуня, но сколько, штук, наверное, десяток я поймал. Коту, на жареху. В общем, пришел домой, пообедал. Вечер-то еще есть. Как так? Просто так сидеть дома. В общем, взяли, собрались и решили выехать неподалеку от деревни. Проверить черничники, потому что черника у нас давным-давно уже подоспела. Ну и заодно, если найдем грибочки. А грибочки, кстати, вот они. Первые уже давным-давно прогнили. Вот раз, подосина их 2, 3, 4. Все гнилое. Пошли посмотрим. Если найдем черничку, то очень и очень хорошо. Здесь ищи чернику, ищи. Вон, грибов много, но они все уже червивые, гнилые. Они все. Неделю не было дождя. Ну, не считая того, что позавчера немножко брызнуло. В среду, не в среду, в субботу. Неделю назад последний дождь был. Вон это все те грибы, которые старенькие уже. Свежих, новых грибов нет. Но на всякий случай ведро взял. А вдруг где-нибудь грибочки найдем что-нибудь. Вот. Куча всяких разных грибов, но они уже все старенькие. Вот, пожалуйста, 2 молодых грибочка. 3-й, 4-й, но те старые. Так, ну что? Вот такая красота. Даже не червивые, так что возможно еще и грибочков на жареху возьмем. Летний день год кормит. Понемножку
Где-то ягод соберем, где-то грибочки заморозим. Вон сколько всяких разных грибов. Так, ну а что у нас? Черника, вот и первый черничный куст. И я скажу вам, друзья, есть черника. Черника есть. Прямо не так ее много, но вот я уже прошлый год показывал, что чернику я собираю, друзья, комбайном. Где-то они запрещены. В нашем регионе про запрет я ничего не слышал. Кто-то меня прошлый год спросил показать подробнее мой комбайн. Комбайн самоделка. В общем, состоит из нижней части. Вот такие продольные отверстия для мелкого мусора, там для иголок. Всего такого. И верхний отсек. Ягода сюда попадает, а крупный мусор, листья, ветки, все остается здесь. Я вот так раз убрал. И здесь остается у нас чистая ягода. И вот такой вот отсек закрывается. Зубья. Вот. В принципе, ничего сложного. С помощью такого комбайна производительность. Но если как собирать, если рвать, да, может быть куст пострадает. А если вот так вот аккуратно, придерживая куст, аккуратно вот так вот придерживая куст, то никакого, друзья, урона черничному кусту не будет. Вот. Все. Куст собрали. Ягода там. Приступаем к следующему. Итак, в разы повышается производительность. Некоторые вообще вон граблями собирают. Так, берут ведро, такая грабля. Раз. Там, да, там может быть что-то и рвется. Ну, медведь, если так подумать, тоже собирает своими лапами. У него тоже когти типа этого комбайна. Скажем, что это медвежья лапа. Ну все. Сейчас, конечно, еще не полная. Просто я вам показал, как это все работает. И вот, потом вот так вот раз открывается это дело. И все. Брусника еще попалась. Ну ладно, дома разберемся. Черника уже спелая вся. Вот. Пособираем. Что получится. Сколько соберем, все наше. Немного соберем, с молочком поедим и ладно. А соберем пару ведер. Заморозим. Зима длинная. Витамины зимой нужны. Панец власть собирала. Так вот, если придерживать куст и не рвать дуром, то никакого, что руками собираешь, что комбайном. Руками ты наоборот еще можешь вместе с ягодами несколько листиков сорвать. А так, когда ягода зрелая, в комбайне в принципе остаются только ягоды. Куст весь остается целый, только надо вот так вот придерживать. Не сказать бы, что черника валом просто растет, но потихоньку собрать можно. Зато вот как приятно, когда
Собрал комбайн. Вот так раз. Высыпал. Он сразу. Стакан ягод есть, дно уже наполнилось. Поехали дальше. Вот, еще комбайн готов. Вот так вот. Вручную бы я так не собирал. Ну, раза в 2 точно быстрее. Это если ягод мало. А если ягод нормально, то можно еще быстрее. Немножко листиков, но это все уберется. Дома почистится. Вот такая вот шикарная ягода. Че, Джесси, тоже ягоды кушаешь, да? Вкусно? Вкусняшка, да, Джесси? Тоже идет. Видит, что мы чернику собираем, и тоже ест. Так. Опа. Ну вот. В ведре уже веселее. Ничего. О, радости-то сколько. С ведра только не ешь. Иди сама собирай. Ну, все, вроде бы еще наполнили. Так, здесь еще он есть. Сюда вернемся. Самые приятные. Раз. Не надо с ведра только есть. Не надо с ведра есть. Иди сама собирай. Хитрая, блин. Вали отсюда. С ведра любой может поесть. Ну вот. Наша полку прибыла. Пошли, там еще осталось. Вон полянка небольшая. Ставим ведро посередине. И собираем. Опа-на. Кто-то может подумать, что я люблю собирать ягоды. Не, ягоды я с детства не люблю собирать. Вали отсюда, вали отсюда. Это грибы с детства любил собирать. Ягоды нет, никогда. Но теперь как бы подрос уже, сам стал взрослым и понимаю, что это
Не просто нравится, не нравится, а это просто, ну как, можно сказать, не то чтобы необходимость, но надо. Купить это всегда легко и просто у кого-то. А когда ты сам своим трудом это все собрал, оно вдвойне вкуснее, вдвойне полезнее. И понимаю, что это собрано все своими руками. Че копаешь? Водичку ищешь, да? Водичку ищешь. Долго тебе до воды придется копать. Так, ну чё? Что-то у нас дело медленно пошло. Больше ходим, чем собираем. По ягодке, по ягодке. Ягод мало видно. Скорее всего, это не крупные выбирали, а это, скорее всего, начали собирать еще рано, не созревшую, наверное, выборочно собирали. Из-за этого. Потому что видно, что собрано. Ну, конечно, уже собирать начали, наверное, дней 10 назад. Она сейчас и то вот как бы попадают некоторые еще вот такие вот красноватые. Еще не до конца на 100% созрела, но уже нормально. Мягонькая, ароматная. А что ее мерзлую-то собирать? Что, высыпаем? О. Блин, вручную бы уровень ягод, наверное, бы точно не поднимался, стоял бы на месте. А так, с помощью комбайна бац-бац. И вот, видно сразу результат. Фу. Пойду прогуляюсь, может, полянку какую-то найду более-менее ягодную. А так по одной это долго придется. Фу. Ветер полностью стих. Комары, мошкара одолели. Дышать невозможно. Ладно, кусают. Как бы побрызгались антикомарином. Как бы терпимо, но когда наклоняешься, лезут и в глаза, и в нос. Фу, был ветерок, еще нормально было. Стих вообще труба. Вот когда на реке были, ветра не надо было, чтобы посмотреть на лима. Он дул, рябило то, что ничего не было видно. А сейчас вот нужен ветер в лесу, и его нет. Вот так вот всегда, вот закон подлости. Так что невозможно. На сегодня хватит. В следующий раз, когда будет попрохладнее или с ветром, да, Джесси? Джесси пить тоже хочет. В общем, все. Вот еще контейнер один. Контейнер, говорю, комбайн. Ну, комбайн, контейнер, какая разница. Ну и что мы насобирали? Ну, заготовки на зиму. На зиму. Это не скажешь, что это заготовки, но вдоволь поесть с холодным молочком с холодильника и сахарком хватит всем. Вот еще тем более добавок. Оператор тут пособирал тоже, ну, почти столько же, сколько и у меня. Почти одинаково, да? Все правильно. Скажи, я снимаю или собираю, да? О! Теперь скажем, что это собрали вместе, да, Валь? Да. Вот так вот. Смело можно назвать пол ведра. Белая брусничка там еще попала, пару штук. Пол ведра ягод за 1,5 часа. Больше ходили, чем собирали. Местами все собрано уже. Это находится в непосредственной близости от деревни. Но где, говорить не буду. Кто знает, тот знает. Кто не знает, знать незачем. Так вот, хоть немножко
вечерняя прогулка. Я пособирать ягод. Ну вот и все. Как-то вот так вот прошел сегодняшний день. Пролетел просто в мгновение ока. Что у нас был? Завтрак. Прогулка по речке. Позагорали. Вон шикардос, вон. Налепили загар на ногах, на груди, везде. Теперь можно зимовать, теперь не страшно. Пообедали, пособирали ягод. Теперь почистим, покушаем ягоды. Ну, жарехи на грибы не будет, но посмотрим, может что-нибудь еще. Заскочим сейчас на наше грибное место. Может быть, что-нибудь да еще найдем. И вот и все. Завтра новый день. Завтра у меня рабочий день. Будет видно. Такой вот получился сегодня ролик. Вроде бы с одной стороны ни о чем, а с другой стороны о нашей жизни. Коми-деревне. Спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч на канале Коми Рыбак.